Ты, должно быть, слышал? Этот подлец поддержал моих заклятых врагов Женебека и Кирея. Этим надо воспользоваться. Пока в Моголистане смута, нам надо напасть на Жунуса внезапно и перевернуть весь Алмалык вверх дном. Тогда, а как быть с казахами? Границу, ведь они же заслоняют. Казахам, я думаю, нынче не позавидуешь. Сообщников у них нет. Они подобны матерому волку, отбившемуся от стаи. Да и вооружение не то, что надо. Что ты думаешь, Ахмед? Господин, у вас несколько предвзятое мнение о казахах. Они не такой легкий противник, как вы думаете. В свое время не раз бывали в кровавых схватках. Они бесстрашные воины и дерутся до последнего. После того, как султаны Кирей и Женебек откололись от улуса Шайбани и образовали казахское ханство на землях Моголистана, Абулхайр-хан воспринял это как угрозу своей власти. Еще вчера мы были одним братским народом. Вместе пасли скот, только отделились. Вот об этом нам надо помнить. Сейчас не время думать об этом. Вы оба вернетесь с богатой добычей. В 1468 году хан Абулхайр организовал военный поход на казахское ханство. Однако поход закончился неудачей. Дай бог, вернетесь в Самарканд и Сарай-Шик с табунами и вереницей караванов с добром. Во время похода он умер. Его смерть ослабила узбекское ханство, а казахское ханство, напротив, получило возможность для дальнейшего расширения. Строим внезапную бойню казахам. Затем стремительно прорвемся в Алмалык и сравняем его с землей. Кирей и Женебек – это основатели казахского ханства, сыгравшие ключевую роль в его создании и становлении в 15 веке. Из донесений нашей разведки стало ясно, что поход на Ургенч Шайбан-Шаха – просто отвлекающий маневр. На самом деле, Шайбан-Шах с огромной армией начинает поход против Моголистана. Вначале разгром казахов. На ханском совете не будем раскрывать всей правды. Не уверены, что среди нас нет людей Шайбан-Шаха. Сделаем вид, что поверили в поход на Ургенч. Ладно. Враг не сват, не ждет, раскрыв объятия. Его надо бить первым и дать внезапный отпор. Шайбан-Шах думает, что застигнет нас врасплох. И пока он будет занят Ургенчем, мы пойдем на пролом и возьмем города вдоль Сырдарьи. В 1465 году, стремясь уйти от власти Абулхаира Шайбани, правителя узбекского ханства, Кирей и Женебек увели своих последователей на территории Житысу к берегам реки Чу. Здесь они заложили основы нового государства, позже названного казахским ханством со ставкой Козыбасы.